Плива Алодин Аздоев живет с 59 года, и как общественник, радеющий за благополучие родного поселения, он не раз поднимал вопрос, чтобы здесь появились различные зоны отдыха для детей и молодежи. Ведь дети должны быть чем-то заняты. Молодежь, она любит скверики, парки. Примерно молодые ребята любят заниматься, в футбол поиграть. По словам главы администрации, совсем скоро в селе появятся новые места, где молодежь сможет проводить свой досуг. А кроме этого, в селе запланировано строительство различных образовательных и социальных учреждений. Все в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских поселений». Планируется в этом году, буквально в августе месяц уже, постройку стадиона, мини-стадион, потом воркаут-площадка, тротуары, освещение, благоустройство родника, строительство МПЦ, музея и тоже мини-стадион там планируется у нас. Создать комфортные условия во всех сельских поселениях региона – одна из приоритетных задач властей республики. На это как раз и нацелена госпрограмма комплексного развития сельских поселений. Реализуется она Минсельхозом страны еще с мая прошлого года. Она пришла на смену федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В регионе реализовывать программу начали в этом году. Минсельхозом России были внесены такие изменения, что реализация вот этих мероприятий по развитию села имеет специфику подхода комплексно. То есть сейчас заявка с муниципалитета сельского поселения предоставляется на все объекты социальной и инженерной инфраструктуры, которые нужны этому селу. Это и строительство в селе объектов образования, школ, детских садов, здравоохранения, ФАПов, больниц, культурных учреждений, развитие инженерной инфраструктуры, газа и водоснабжения, в том числе и бурение скважин и установка резервуаров, реконструкция дорог. Чтобы принять участие в программе, важна активная позиция самих сельчан. Допустим, люди хотят проложить по своей улице водопроводную сеть. То есть это актуально для нас, это очень нужные моменты, особенно в районе новостроек. И им нужно принять участие в этом. То есть они должны заявиться, прийти в администрацию, привлечь какие-то собственные средства, желательно на разработку проектно-сметной документации. И уже в соответствии в комплексе этих мероприятий вместе с администрацией попробовать заявиться в Минсельхоз. Обязательно по всем объектам, которые необходимы в селе, должны провести публичные слушания жителями и главами администрации. Свои предложения они представят Минсельхозу региона. Насколько эта программа эффективна, уже оценили жители селения Вежерьюрт. В прошлом году селение включили в проект. В этом году в сельском поселении Вежери мы начали строительство детского сада, фельдшерско-акушерского пункта, спортивной, многофункциональной спортивной площадки, ремонт здания школы, которое достаточно в ветхом состоянии находилось, прокладку водопроводных сетей, приобретение транспорта для Дома культуры. То есть это комплекс таких мероприятий, которые существенно изменят, я думаю, в лучшую сторону жизнь жителей сельского поселения Вежери. Новые детские спортивные площадки, скверы, парки и другие зоны отдыха. Такими объектами теперь будут радовать жителей не только города, а села. Дополнительно в рамках программы реализуется еще один проект по благоустройству сельских территорий. Его суть – предоставление грантовой поддержки инициативам местных жителей в размере 1 миллиона рублей. Тут важно привлечь и внебюджетные средства в размере 30% от общей суммы. Вы хотите сделать детскую игровую площадку в зоне, где вы живете? Допустим, она стоит 1 миллион рублей. 300 тысяч вы привлекаете сами, 700 тысяч мы вам в рамках нашей программы при успешном отборе федеральным органам власти мы вам предоставляем господдержку на 700 тысяч рублей. Проект по благоустройству сельских территорий уже дал свои плоды в различных поселениях региона. Облагорожен родник Хаурхаст в Джайракском районе, родник при въезде в Галашки мы сделали тоже по местным инициативам с оказанием господдержки. Внутри села Галашки также один родник благоустраивается. Построены несколько детских игровых площадок. В Канташево, в Плиево, в Икажево была детская площадка. Ранее реализованные мероприятия. То есть, что я хочу этим сказать? Что данные мероприятия действительно дают результат. При активном участии граждан можно получить хороший результат. Это лишь несколько проектов, реализация которых запланирована в рамках комплексного развития сельских поселений. Цель программы в первую очередь создать благоприятные условия для жизни сельчан. Госпрограмму реализуют до 2025 года. Дана Плива, Майрбек Миржоев, Новости 24.